На сельхозярмарке в Сурхахи можно закупить все необходимые продукты. Быстро разбирают картофель местного производства стоимостью 12 рублей за килограмм. Цены действительно очень выгодные, намного ниже рыночных. Помимо овощей и фруктов, жители активно покупают и мясную продукцию. Выбор большой. С начала открытия ярмарки прошло не больше часа, а мясные прилавки уже наполовину пусты. Разбирают моментально. Сейчас на рынках килограмм баранины от 550 рублей. Здесь же можно приобрести на 100 рублей дешевле. Также и говядина по доступной цене. Ну, цены, оптовые цены здесь, в любом случае, на 50 рублей дороже, чем на рынке. Производство, свое производство, там, местный дуахан, да я же до сейчас совхозер, ходильный, дуахуш. Я смотрю, вы с раннего утра стоите, много продались? Да, уже полтуши продал, бараны не так много. Так идет. Покупатели очень довольны. Устраивает и качество предлагаемых товаров, и их стоимость. Ну нормально, 450 мадиха, нормальная цена. Как считаете, то, что такие ярмарки проводятся, хорошо это? Ну конечно, для хозяйки хавенуса, кахам ечгядя, а потом хамлен мё юртвахта гу, кахама иша издядя, а чего две лох дарсо, хосхите, а дух ишвахс. О ярмарке ан хагал вян варсо, оз хос хайец хамае. Ечижо хамяхат е. Устан дулхатан ха ечо 400 рублей далдис. О 400 яды. Бежендер де 400 яг. Мук бу исома. Квартали цайтсома. Наха улук мухулуха хоз бол бу. Дал беркети бол белел бечин ердек ди хача. Ярмарку в сельском поселении Сурхахи также посетил глава региона Махмуд Али Калиматов. Руководитель субъекта обошел территорию ярмарки, пообщался как с продавцами сельскохозяйственной продукции, так и с покупателями, которые приехали сюда в надежде приобрести товары по сниженным ценам. А 9 рублей это дорого или дешево? А, да? А так сколько стоит? 12. 12? 12-13. Даете ел? Даете? Al fastan da. Губ пишет. Квартал шини, яндерские, 12 рублей. Да? Глава поинтересовался планами сельхозпроизводителей, выслушал чаяния жителей. Мясо, ячмень, зерно, картофель, лук и многое другое. Махмуд Али Калиматов ознакомился с ценами на все товары и поинтересовался, насколько они дешевле, чем на рынке и в магазинах. Он поблагодарил местных производителей за тяжелый труд и активное участие во всех ярмарках. 25. 25, да? А это дорого? Нет, да. Ярбежендер, да? Да. Цена куда? 400 рублей. А урна куда? Баранина? 450. 450. Дешево или дорого? Дешево. На рынке 550. 550 долларов. Да, а сегодня 450. Да, Говядина. Ну это Малгобек. Да. Я у вас был. Спасибо вам, что вы выращиваете, что делаете. Здесь широко представлена и продукция соседних регионов. По мнению главы Ингушетии, конкуренция имеет важное значение, чтобы аграрии стремились к хорошим урожаям. К тому же это и широкий выбор для покупателей. Махмуд Али Калиматов отметил, что практика подобных мероприятий будет продолжена и дальше, ведь это позволяет избежать резких скачков цен на сельскохозяйственные товары. Конкуренция дает понижение цен. Больше приезжайте, больше привозите, чтобы наши тоже подтягивались. А дорогие? Сколько килограмм? 50 рублей. 50 рублей. Покупают же? Конечно. Да, Идет. Это хорошо, что здесь все ближайшие республики здесь продаете. Значит, здесь условия мы создаем. У нас сколько дней ярмарок? Сегодня 4, а завтра? В субботу еще 4 ярмарки. Мы специально делаем, чтобы люди могли выбор иметь. Поэтому приезжайте, привозите товары. Сейчас мы ближе к Новому году чаще будем делать. Вот сейчас картошка у нас будет еще больше. Мне вот губ этот магазин. Да. Такую картошку. Поэтому все равно мы в прошлом Нормально, году 75-80 мы ели. Да. Так Мек должен, 12-15 рублей. Когда тохму долдер, нормально. Аминь. Продукты в основном местных товаропроизводителей. Мухаммад Арчаков реализует собственную продукцию. Здесь и мука из различных сортов кукурузы, а также мед. Все на несколько сотен дешевле среднего ценника по региону. Рублей 100-150 дешевле. А мед это у вас ваш? Вы сами производите? А на рынке вот это не помню, мед это 4000, 3800 просто. А я по 3 продаю.
Это разные травы, ну, это привозный мед, это не мой мед. Это 1500, да, это по 300 рублей килограмм. Мед. Яйца, огурцы, помидоры, перцы, яблоки, груши, чего только на ярмарке нет. Приобрести все это можно не только в селении Сурхахи, но и в Нестеровском. Продовольственные ярмарки организованы Министерством сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии совместно с главами муниципалитетов по поручению главы республики Махмуда Али Калиматова. Сегодня они прошли в селениях Нестеровское, Сурхахи, в Джейрахи и в Сагапши. Главой республики дано поручение перед выборами в четверг, вот сегодня, и в следующую субботу, и послезавтра в субботу провести ряд ярмарок. Ярмарки приурочены, чтобы в воскресенье людей, во-первых, мы освободим, чтобы они пришли на выборные участки, чтобы изъявили свою волю. И чтобы они могли закупить продукты. И цель еще ярмарки – это чтобы не было резких скачков увеличения цен на продовольствие, то есть, скажем, на основные виды продуктов. Без полных сумок и пакетов сегодня, кажется, никто не ушел. Отличная возможность восполнить запасы, при этом не тратя больших денег. Именно такие ярмарки способствуют снижению цен за счет конкуренции. Идрис Ижиев, Джамалел Султыгов, Новости 24.